Это дачники Казанского СНТ «Кооператор» жалуются на председателя садового товарищества Лилию Гадельшину. Говорят, она заняла эту должность без выборов и за 3 года правления ничего не сделала, а только довела СНТ до банкротства. За 3 года эта женщина вычерпала весь расчетный счет у нас полностью подчистую, якобы на зарплату. При этом ни копейки не досталось поставщикам, с которыми были заключены договора. То есть энергосбыт, вывоз мусора. То есть самое главное. Самое главное, на что, и, собственно говоря, и садоводы сдают членские взносы. Значит, в результате мы пришли к банкротству. Мы все делали по закону. Вот у нас первый протокол, где мы избрали Юрия Васильевича председателем. Садоводы решили взять все в свои руки, провели собрание с дачниками и избрали нового председателя Юрия Егорова. Он вместе с инициативной группой начал работу, чтобы избежать банкротства. За время нашего правления мы задолженность уменьшили половину. То есть у нас было 1 700 000, осталось 800 000. Сейчас нам стали звонить наши кредиторы и говорить, что им не поступают деньги с расчетного счета. Мы их доступа не имеем, и мы не знаем, куда они уходят. Неделю назад избранный председатель не смог получить зарплату в банке, где ему сообщили, на его должности уже другой. Так дачники узнали о смене власти. Только они этого председателя не выбирали. 8 числа мы узнаем о том, что в налоговой прошла регистрация какого-то человека. То есть он стал председателем нашего СНТ. Учитывая, что у этого человека должно быть не только учредительные документы. Извините, где он их взял? Новый председатель не выходит на связь, на телефонные звонки не отвечает. Вызываемый абонент не отвечает. 10 дней уже прошло, как этот человек зарегистрировался, он никак себя не проявил. То есть мы считаем, что это все опять-таки нужно для того, чтобы обанкротить наш сад, привести к банкротству. То есть препятствовать нормальному развитию, нормальной жизни сада. Потому что, видимо, кому-то нужна наша земля. Попросили приостановить платежи. Потому что фактически, раз пришел самозванец, счет бесконтрольный, мы не знаем. Мы будем бороться, мы восстановим справедливость, но мы упускаем время. Сейчас сезон, видите, потому что вон что творится. Из СНТ перестали вывозить мусор. Дачники боятся, что скоро отключат и электричество. Сейчас они написали жалобу в прокуратуру и хотят обратиться в суд. Вместе с юристом были в налоговой, которая зарегистрировала нового председателя. Начальник инспекции сказал, что в их действии не было нарушений никаких, так как были все документы Шуваловым представлены согласно всем законодательствам, поэтому запись несли, несмотря на то, что у нас был запрет от судебных приставов, запрет на регистрационные действия именно на внесение записи в смену председателя правления. В какой-то момент в налоговую поступил постановление о снятии этого запрета. Сейчас Татэнергосбыт пытается выяснить у судебных приставов, на каком основании. К тому же при избрании нового председателя в феврале дачники приняли и новый устав. По нему председателя можно регистрировать только при наличии протокола общего собрания. Как теперь быть садоводом? Можно ли признать незаконным приход нового председателя? На эти вопросы ответил юрист. Указанные регистрационные действия были проведены с нарушением устава садового товарищества. А нарушение устава, в свою очередь, является основанием для того, чтобы признавать данную запись недействительной. Налоговая указанную запись признают недействительной и восстанавливается запись, которая была внесена предыдущей датой, то есть, в частности, на предыдущего председателя, то есть вносятся данные. И, соответственно, на основании предыдущего протокола председатель восстанавливается в своих правах. Таким образом, можно будет восстановить правление предыдущего председателя, которого садоводы сами и избрали. Дачники также намерены обратиться в суд на прежнего председателя СНТ Лилию Гадельшину. По их предположениям, она не только привела СНТ практически к банкротству, но и, возможно, передала все учредительные документы новоявленному председателю. Вероника Гайнутдинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.